Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – камерная музыка. Сегодня мы узнаем, как развивался жанр песни-романса и достиг своего расцвета в эпоху романтизма в творчестве Франца Шуберта. Познакомимся с двумя вокальными циклами «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь», написанными на тексты современника Франца Шуберта, поэта-романтика Вильгельма Мюллера. В европейских странах в прошлые столетия наиболее значительные музыкальные произведения звучали в церкви. Это была духовная музыка, обращенная к Богу. Предназначалась она для сосредоточенной и строгой молитвы. Совсем другая музыка звучала во дворцах вельмож, аристократических домах. Легкая, приятная на слух, она наполняла нарядные комнаты мелодичным звучанием, украшала жизнь благородных господ. От латинского слова «камера» – «комната», и произошло это название «камерная музыка». Относительно небольшой размер помещений повлиял и на состав исполнителей, и на образный строй музыкальных произведений. Ансамбль из нескольких музыкантов звучал негромко, деликатно, и потому мог передать самые тонкие нюансы настроений, эмоций и чувств. Исполнение небольших камерных вокальных или инструментальных сочинений изначально предполагало довольно узкий круг слушателей, но практика светского музицирования со временем менялась. С XIX века камерные произведения стали исполнять в концертных залах. Количество слушателей увеличилось, но особая душевная чуткость, доверительный тон музыкального высказывания сохранился. Именно с камерными музыкальными жанрами связано в первую очередь творчество австрийского композитора Франца Шуберта. Фортепианные миниатюры, песни и романсы для голоса сопровождения фортепиано составляют значительную часть его творческого наследия. Шуберт сочинил более 600 песен. Они звучат проникновенно, искренне, словно мы слышим музыкальное повествование от первого лица. Через мысли и чувства воображаемых героев этих небольших лирических миниатюр композитор выразил свое отношение к жизни, людям, окружающей действительности. Интерес к внутреннему миру человека, его сокровенным переживаниям – самая важная черта романтизма. И, конечно, главной для романтического искусства стала тема любви со всем богатством ее оттенков, то радостных, то печальных, тревожных, взволнованных или трогательно нежных. Одинокий художник любит, страдает и потому нигде не находит себе места. Он вечный странник и вынужден скитаться, доверяя свои мечты и тайны лишь силам природы. Тему любви, странствий и одиночества композитор блестяще раскрыл в своих вокальных циклах «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». Они написаны на стихи современника Франца Шуберта, немецкого поэта-романтика Вильгельма Мюллера. Каждая песня – это краткая исповедь, словно мимолетная запись в личном дневнике. Так же, как и писатели прошлого создавали романы в письмах, Шуберт сумел создать музыкальный роман в песнях. Главным героем этих произведений является один и тот же человек. В «Прекрасной мельничихе» это молодой мельник подмастерья. Под журчание лесного ручья рассказывает он свою незатейливую повесть о жизни, надеждах и страданиях безответной любви. А в «Зимнем пути» это уже разочарованный человек, у которого все в прошлом. И в «Прекрасной мельничихе», и в «Зимнем пути» композитором созданы редкие по красоте образы природы.
Но природа в творчестве Шуберта не просто фон для сюжетных зарисовок. Она очеловечивается, приобретает настроение, созвучное душевному состоянию героя, его эмоциональным переживаниям. «Прекрасная мельничиха» является первым в истории музыки романтическим вокальным циклом. В него вошли 20 песен, объединенных общим сюжетом и логикой музыкального развития. Молодой мельник подмастерье скитается по свету в поисках своей судьбы. Устроившись на мельницу, он находит не только работу, но и первую любовь. Дочь хозяина – прекрасная мельничиха. Ей он готов отдать весь пыл своего нежного сердца. Но первое и искреннее чувство юноши безответно. Красавица милее, смелый и отважный охотник. Ревность и горе переполняет сердце возлюбленного, а единственным верным другом остается лесной ручей. Его светлые воды станут утешением для романтического героя. Мотив ручья обрамляет всю композицию цикла, что наиболее ярко проявляется в первой песне «В путь» и последней «Колыбельная ручья». Экспозиция образов цикла начинается с жизнерадостного ритма первой песни. Главный герой отправляется в путь. Он полон надежд, энергии и живет в гармонии с окружающим миром. Эта мелодия пронизана народно-песенными интонациями. Бодрый энергичный характер аккомпанемента полностью отражает настроение главного героя. Безостановочное движение фортепианного сопровождения подражает неумолкающему журчанию лесного ручья. В движении мельник жизнь ведет, в движении. В движении мельник жизнь ведет, в движении. Плохой тот мельник должен быть, что век свой дома хочет жить. Весь век свой, весь век свой, весь век свой, весь век свой. Вода примером служит нам, примером. Вода примером служит нам, примером. Ничем она не дорожит, и дальше, дальше все бежит. Все дальше, все дальше, все дальше, все дальше. Цикл «Зимний путь» – один из самых крупных в своем жанре. Он состоит из 24 песен. Он написан спустя 4 года после «Прекрасной мельничихи» и звучит как продолжение прерванного рассказа. Но по содержанию, образному смыслу «Зимний путь» сильно отличается от предыдущего цикла. Большинство песен написано в минорном ладу, многие из них глубоко трагичны. На этот раз сюжета как такового нет. Странствие горя не имеет ни начала, ни конца. Лишь изредка их озаряют светлые воспоминания. Уже первая песня цикла «Спокойно спи» дает ясное представление о том, что стало с героем. Неспадающее движение мелодии, подчеркнутый мерный ритм шага полны сдержанной скорби. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihr. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihr. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee.
Завершается этот цикл песней «Шарманщик». Старик-шарманщик, несчастный скиталец, как бы двойник главного героя. Это самая пронзительная по безысходности песня композитора. Уныло повторяющиеся звуки шарманки прерывают берущую за душу тоскливую, удивительно простую мелодию, которая завершается горестным вопросом. Это прямая авторская речь. «Хочешь, будем горе вместе мы терпеть. Хочешь, будем песни под шарманку петь». Drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht was kann. Barfuß auf dem Eise wandt hin. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Образ шарманщика олицетворяет судьбу самого Шуберта. Великий романтик, гений, он рано ушел из жизни. Тяжело больной, измученный постоянной нуждой и равнодушием к своему творчеству, он написал этот цикл всего за год до своей смерти. И всего за несколько месяцев до кончины состоялся первый и единственный авторский концерт композитора. Настоящий успех и признание пришли к Шуберту уже тогда, когда его имя стало историей. Шуберт скончался в возрасте всего лишь 31 года. Красноречивая надпись на его могиле гласит: «Здесь музыка похоронила не только богатое сокровище, но несметные надежды». На этом я заканчиваю урок. До свидания. До следующих встреч!